Сувениры туристов не понравились таможенным инспекторам. Челнинцы даже не зная того сами нарушили закон. Количество международных рейсов через аэропорт Бегишева растет, но при этом соблюдающих таможенные правила не становится больше. Что необходимо знать, чтобы не попасть в список контрабандистов? Нюансы покупки сувениров узнавали мои коллеги. Масса рассказов о различных сувенирах из далеких стран. Некоторые из этих историй закончились печально. Особенно запомнился случай с россиянином. Мужчина без задней мысли хотел привезти домой на память сувенир, но в итоге его признали контрабандистом. Это касается Турции. Мужчина гулял в античном городе Сиде, подобрал просто камушек с пола в качестве сувенира привезти его домой. Естественно, его на таможне остановили, потому что все-таки камушек, несмотря на то, что он просто камушек, он является предметом достояния Турецкой Республики. Мужчину, к сожалению, забрала турецкая полиция, и он какое-то определенное время даже провел в полицейском участке. Этот год не стал исключением. Из Японии везут мечи сюрикены, из других стран дубинки. Сегодня на деловом понедельнике сообщили, что эти сувениры вряд ли смогут дойти до адресата. Оборот оружия разных типов ограничен к ввозу на таможенную территорию, либо запрещен. Несоблюдение таких запретов и ограничений влечет за собой привлечение граждан к ответственности. Когда туристы обращаются к менеджерам, то им в подробности должны рассказать о выбранной стране. Например, на Мальдивы нельзя брать спиртное, а оттуда вывозить кораллы. И то, и другое считается преступлением. Поэтому, когда заполняешь чемоданы, нужно быть бдительным. При заключении договора каждому туристу выдается соотношение, смотря в какую страну он едет, аналогично памятку, в которой проговариваются все особенности страны по одежде, что можно вывозить из страны, что нельзя возить и вывозить тоже, соответственно, правила поведения. По закону, при пересечении российской границы драгоценные камни и металлы должны быть задекларированы. В особых случаях нужно платить пошлину. Если же в чемодане находятся болеутоляющие или снотворное, либо психотропные таблетки, то в этом случае необходимо специальное разрешение врача. Альбина Минибаева, Гузаль Шигапова, Ильнас Тимирбаев. Для программы «Новости».